Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Александр, компания «Центр домостроения». Мы находимся в деревне Тыдыр. Год назад мы построили вот такой прекрасный дом, а в этом году нас пригласили, чтобы сделать внутреннюю черновую отделку. Давайте, господа, вам все покажу. И при входе в дом нас встречает крылечко. Вот входная дверь, крыльцо крытое. Мы зашли, сумки кладем, открываем спокойно дверь. Атмосферные осадки за шиворот не падают. Проходим в дом. И вот уже видим, что работа идет. Бурно идет. Мы видим, что полы утепляем. Всем привет! 20 сантиметров утепления, все в разбежку. Каждый слой перекрываем следующим матом. Посмотрите. Без кусков каких-либо, замять. А все вот так аккуратненько. Заранее обращу ваше внимание, что лаги мы еще пропенивали. Вот. Следы нашей работы остались. Хорошо. Угловые соединения, которые чаще всего промерзают. Посмотрите, как сделано. Очень аккуратно. Это очень важная часть процесса утепления дома, потому что это скрытые работы. Вы никак не проверите потом, когда это будет все закрыто пленками, что уже происходит. Видите, да? Или тем более фанерой. Как строители выполнили работу. От данной работы зависит качество вашего дома. Представляете, если будут мостики холода, будет это промерзание, будут появляться зайчики, следовательно, образовываться лед, влага. Потом это таять. Утеплитель, значит, будет разрушаться, деревянные элементы будут плесневеть стремительно. А если еще бригада напутала сторону укладки пленки, то вообще там будут преть и мгновенно гнить ваши полы. То есть весьма ответственная работа. И самое интересное, скрытая работа, что в течение 5 лет никак себя не проявит. А по истечении там 50 лет, 5-10 лет придется просто заново менять пол. А чаще всего к полу привязана вся отделка и коммуникации. То есть это очень дорого, это очень хлопотно. Поэтому изначально нужно выбирать нормальных строителей и лучше всего это контролировать. Контролировать. Если особенно строителей встречаете впервые. Вот здесь все в порядке. Здесь шикарно, красиво. Некий перфекционизм даже присутствует, да, Денис? Да. Вот тут у нас уже красота, уже даже лаги. Здесь у нас all-inclusive. Мы делаем утепление первого этажа, настил фанеры. То же самое по межэтажному перекрытию. Тоже утепляем, делаем настил фанеры и утепление кровли. Пройдемте дальше. Тут у нас есть уже готовая практически, да, вот под фанеру комната. Там у нас. Да и здесь как четко настелено, здесь у нас уже, да? Это у нас пароизоляция. Уже все проклеено. Смотрите. Все, О, вот это важно показывать. Вот это, кстати, очень важно показать. Вот покажи. Ну, то есть вот шов. Да. И попробуйте зацепиться за него. Никак. То есть вот видно, вот маленько вот. Но это потому что там ушел маленько, ну этот. Пленки между собой проклеиваем. Вот. Денис, объясни, для чего мы это делаем. Потому что это пароизоляционная пленка. Она не пускает пары бытовые в утеплитель. Она отсекает пар, получается. Нижняя пленка у нас паропроницаемая. Для того, чтобы из утеплителя пар мог выйти. Тем самым оставляя утеплитель сухим всегда. И круто. Рабочим. Идем дальше. Помимо вот этой склейки, да, пленки, мы проклеиваем еще черную.
Это у нас черная лента. Черная лента. По сути, то же самое, да. просто вот это белое склеивает пленку с пленкой, а это склеивают древесину с пленкой. Да. Всё Эта круто. лента у нас склеивает уже пленку и какой-либо другой материал. Здесь переход тоже четкий. По фанере круто. Вот есть картина. Здесь уже есть картина. Ну, все как всегда. Шаг 38. Шаг фанерных лак. Здесь мы делаем зазоры всегда, везде, для того, чтобы не скрипело в дальнейшем никогда. Ага. Фанера также будет зазорами. Здесь тоже у нас к стенкам никогда не касается Да. ничего. Да. Сейчас заказчики были и тоже спрашивали. Да? А вот от скрипа, говорит, вы что делаете? Ну, что-то делаете, чтобы не скрипело? Я вот то же самое объяснил. Говорю, вот у нас нигде ничего не касается, никаких мест, чтобы в дальнейшем ничего не скрипело. Ну, между листами фанеры мы тоже оставляем зазор. И между листами фанеры, и также фанера, когда стелится к стенам, она тоже не касается нигде, Ага. ни в каком месте. Ну и все в разбежку, все листы. Покажу, как проклеиваем. Все очень герметично получается. Все у нас замечательно, все как всегда. Заказчики сначала с недоверием, и Да? так, да, вообще прям пришли. Это тут все расспрашивают, и это как, а это как. А как вот пленки вы? Ну, пришлось как бы тут все объяснить, какие пленки мы используем, какую, куда, почему Ага. почему эту здесь, Ага. как мы все проклеиваем. Все, потом в итоге вот такой небольшой урок, и все улыбаются, довольные, счастливы. Мы вас не подведем. Мы вас не подведем. Будет качественно и очень быстро. Сами увидите. И буду ждать от вас приятный отзыв. Все. Спасибо заранее. Шикарно отработаем. Будете очень довольны. Дорогие друзья, если вам необходимо построить дом вашей мечты, обращайтесь. Компания «Центр домостроения», город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203. Приходите, проконсультируем. Сделаем вам расчет. Все, вы с данными уже идете домой. Думать, принимать решения. Будем рады, если выберете нас для строительства уже вашего дома мечты. До встречи на консультации. Пока-пока. До встречи.